Недельный дайджест от «Эхо столицы». В эти дни ученые из СВФУ успешно завершили вскрытие туши и головы этиликанского бурого медведя. В ходе вскрытия ученые обнаружили остатки птицы в его желудке. Женщины Якутии примкнули ко всероссийской акции «Боевые шелкопряды ОПСБ» по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Ранее наше издание подготовило репортаж о том, как женщины в Якутске изготавливают блиндажные свечи. По традиции, в честь Дня защитника Отечества «Эхо столицы» представили жителей Якутии, которые в свое время отслужили в рядах советской и российской армии. Наши герои поделились своими воспоминаниями о боевой молодости. Во вторых зимних играх «Дети Азии» участвуют 70 юных спортсменов из Якутии. Они представят республику в 7 из 11 видов спорта игр в Кузбассе. Зоопарк Артотайду перешел на весенний режим работы. Теперь увидеть обитателей зоопарка можно ежедневно с 10 до 18 часов. Какие выплаты положены семьям с детьми в Якутске? Спойлер: чтобы получить государственные выплаты, семья должна быть призвана или малоимущей, или многодетной. В честь столетия гражданской авиации России в Центре культуры имени Гагарина на пресс-конференцию собрались руководители авиационных предприятий и организаций республики. На встрече обсудили перспективы развития авиационной отрасли республики, ближайшие планы, как реконструкция аэропорта Якутска и импорт запчастей для самолетов в условиях санкций. На этом все. До новых встреч!